Добрый вечер, на ТНВ новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. И в могилах нет покоя. Повалено 113 надгробных камней. В Зеленодольском районе вновь разрушили мусульманское кладбище. Кого взбесила вечная тишина, выяснял Рамиль Шайдулин. Дорога на перспективу. Пропускная способность более 30 тысяч автомобилей в сутки. О строительстве нового Лаишевского узла. Альбина Минибаева. Счастье в большинстве. Никогда не думала, даже не загадывала, что у меня будет 5 детей. На ТНВ стартует новый проект. С подробностями Адель Кламиц. Чужих детей не бывает. Как Бог даст, так и берем детей. С приемными многодетными семьями в День семьи пообщалась Лейсан Сабирова. Покойникам нет покоя. Очередной акт вандализма на кладбище. В деревне Васюково Зеленодольского района снова снесли надгробие. Второй раз за 2 недели. Оскверненных могил больше 100. Кто и как ответит за преступление? Рамиль Шайдулин выехал на место и вот что узнал. Мало сказать, что в Васюково удивлены, пожилые шокированы, не успели отправиться от прошлых выходов вандалов, а могильные камни вновь повалены. Не один и даже не десятки, на этот раз речь о сотне. Повалено 113 надгробных камней. В прошлый раз было 93 или 96. Итого больше 200 надгробий. В последний раз на кладбище нападали перед праздниками. Тогда пострадала и могила сестры Габдуллы Тукая. Однако преступник был найден, им оказался житель Васюкова. Новые падшие надгробия добавились к тем, что уже были разрушены 2 недели назад. Один и тот же почерк, они свалены, но не разбитые. Как будто обошлось без инструментов, а вандал работал только руками и ногами. Каждое надгробие весит под 100. За ночь вандал в одиночку повалил тонны камня. Восстанавливать вновь местным жителям. У Халима Сафиуллина здесь похоронены тесть и брат. Кто посягнул на святое, он примерно знает. Говорят, 20 лет живет в Васюково. Это подтверждает и МВД Татарстана. Оба последних преступления – дело рук одного и того же человека – деревенского парня, инвалида по психическому заболеванию. В 2014 году решением Зеленодольского городского суда он признан недееспособным, поэтому объяснить причину своего поступка не смог. С согласия родителей вандал уже отправлен на принудительное лечение. К слову, на кладбище Васюкова и до этого было неспокойно. Разоряют его уже не первый и не второй раз, а 5-й. Сегодня смотрители полны решимости не допустить 6-го. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Заплатив вдвое меньше, у жителей Урусу в 2 раза снизились платежи за квартиру после установки 2 контурных котлов. Индивидуальное газовое оборудование в их квартирах установили по республиканской программе с лизингом на 7 лет. Напомним, 1 мая прекратила работу Урусинская ГРЭС. Заявление на установку котлов в поселке городского типа уже подали 3/4 владельцев жилья. Нет информации, нет движения. Необычная причина заторов произошла в Челнах. Машины стоят у ремонтируемых дорог, потому что, заезжая, они не сразу узнают о работах. На въездах нет сообщающих стендов. Проблемой озаботились и депутаты. Как информационный вакуум на деле приводит к пробкам. Елена Веселова. Когда идет ремонт, водители отправляются в объезд, а те, кто не завернул заранее, встают и надолго. На дорогах пробки, заторы из-за незнания. На всех въездах на Московский проспект, я считаю, было бы правильным установить информационное табло с обозначением, что ведутся ремонтные работы, с информацией, когда они ведутся, в какое время года, какое время суток, как длительно они будут идти. Пока же на вес золота любая информация. Дорога на проспекте займет 8 километров. На всем протяжении крайне мало оповещений. Может, было, но так не замечал. Честно говоря, нет, не видел. Может, они есть, но нет, я не видел. И так до самого октября будет сниматься старый и ложиться новый асфальт. Бывалые водители поедут в объезд, а новички прямиком в затор. И только заехав, поймут, что здесь ремонт. Схемы с ГАИ согласованные, утвержденные с ГАИ города. На данный момент проспект перекрывается, движение сбрасывается на местные проезды. Когда водители будут узнавать о ремонте, не въезжая в пробку, пока не ясно. Кто возьмется за установку стендов, тоже. Вопрос поднимают депутаты. Помогут ли текст и графика повлиять на загруженность трафика? Станет ясно после заседания Совета города. Елена Веселова, Рамиль Шайдулин, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Набережные Челны.
Попытались предсказать пробки и избавить от них будущих новоселов. Сегодня начался первый этап строительства новой дороги Лаишевского узла. Речь идет об участке в сторону поселков Боровое-Матюшино и Песчаные Ковали. Обещают завершить до июня будущего года. Вместе с бюджетом республики деньги выделяет и строительная компания. Альбина Минибаева подробнее. В будущем, когда вот еще соседние откроются ЖК, проблем будет. Пока одни в ожидании своих квартир, жители поселков надвигающиеся пробки. По Лаишевскому узлу идет дорога в два крупных поселка – Боровое, Матюшино и Песчаные Ковали. Пока здесь лишь традиционные пробки во время дачного сезона. Выходные, большей части, когда дачный сезон, тогда пробки очень большие. Такова сейчас загруженность дороги, но через пару лет поток увеличится до 30 тысяч автомобилей в день. Основная нагрузка придется тогда, когда будут заселены уже все строящиеся жилые комплексы. А это как минимум плюс 50 тысяч жителей, и большая часть из них будет точно на своем личном транспорте. Вот будет полоса, вот разворотные кольца. Вот здесь вот. А это уже дорожные развязки на перспективу. Их миссия – разгрузить дорогу и спасти местных жителей от многочасовых ожиданий. Дорога на границе Приволжского района Казани и Лаишевского. Сегодня начался первый этап строительства. Мы приступили к новому этапу. Получен ордер на общестроительные работы. Вот, соответственно, вы можете наблюдать именно самое-самое начало работы. Вот это край дороги, середина край дороги. Вместо границ будущей дороги пока колышки. Строительство обойдется 230 миллионов рублей. Половина – деньги застройщика домов, остальные – из бюджета Татарстана. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Счастье в большинстве. Сегодня в Международный день семьи на нашем канале стартует новый проект в объективе ТНВ «Большая семья». Вы увидите многодетные семьи и в радости, и в счастье, их проблемы и трудности. Мы вместе с вами узнаем, чем измеряется настоящее семейное счастье. Аделя Коломиец о новом проекте и его героях. Семья у нас большая. Жена светится от счастья, а дети от родительской любви. Их в семье Газизовых 5. А кто у вас в семье главный, папа или мама? Папа. Потому что он построил дом. Построил дом, посадил дерево и завел семью большую, где у каждого свои обязанности. И готовить, и шить, и вязать, и, наверное, действительно абсолютно все. И в огороде копаться. Я умею готовить блинчики. Взаимопомощь и поддержка – вот главные составляющие счастья в этой большой семье, говорят супруги. Газизовы и не думали, что станут многодетными, а теперь не представляют жизнь без 5 детей. Сколько бы их ни было, это счастье. Главное, чтобы их не было меньше. А сколько Бог дает, это все наше. Не бояться и идти по жизни за руки. Решение принимать сообща. Жизненная кредо Газизовых. Не надо ни на кого надеяться. Надо надеяться на себя, на свое здоровье, на своих родителей, близких, родственников. И когда мы все вместе, наш девиз. Когда мы едины, мы непобедимы. Таких семей в Татарстане сотни, их должны знать в лицо и будут. Сегодня на нашем канале стартует новый проект в объективе ТНВ «Большая семья». Есть семьи, где вот своих 5 детей, еще 4 инвалида взяли, допустим. В моем личном мнении, что это герои все. Им надо сразу звезду героя давать. О многодетных семьях будет рассказывать и показывать весь творческий состав ТНВ. В ближайшие полгода утром их можно будет увидеть в Народном будильнике и Манзаре, в будни в новостях, а в выходные в итоговых информационно-аналитических программах «7 дней» и «Адемнар». Большой семье большая дорога. Было бы интересно, на самом деле, показать эти большие семьи, как они живут, чем они живут. Угу. Потом нас интересует, на самом деле, и многодетная семья в разрезе государственной политики, какие законы приняты и как, главное, эти законы работают. Пристальное внимание в рамках проекта не только тем, у кого своих много, но и тем, кто взял в семью еще и приемных детей. Каждую субботу наш телеканал будет организовывать большое семейное путешествие. Оно так и будет называться «Выходной с ТНВ». В путевом листе Болгар, Свияжск, Казанский Кремль, аквапарк. Мы внутри телекомпании убеждены, что много – это хорошо. Счастье в большинстве – это слоган проекта и тема детского конкурса сочинений. Историю своего большого семейного счастья можно будет присылать на электронный адрес. Его вы видите на экране. Авторы 3 лучших работ получат призы от ТНВ. Символично, что проект стартует именно сегодня, в Международный день семьи. Продлится он до октября, а закончится большим шоу. И вместе мы обязательно раскроем их секреты счастья. Счастье в большинстве! Аделя Коломиец, Андерсен Тальцев, Гульнара Тимуршина, Шавкат Гиматуддинов. ТНВ, Казань.
Чтобы понять масштабы проекта, обратимся к цифрам. Сейчас в России 50 миллионов семей, 3 миллиона из них многодетные. В республике таких семей больше 30 тысяч. В основном это городские жители, а количество малышей ограничивается 3. А семей, в которых воспитываются 5 или 6 детей, меньше. Таких родителей почти 900. Но есть и настоящие рекордсмены. В 2 татарстанских семьях по 11 и 12 детей. Именно тех, кто воспитывает 5 детей, а то и больше, наш новый проект. И сегодня стало известно, что приемные семьи республики могут получить по 200 тысяч рублей. Рассмотреть такую возможность поручил Рустам Минниханов. Об этом заявил Фарид Мухаммедшин на встрече с приемными семьями в Госсовете. У республики лучший опыт по поддержке. Что предлагают сами родители и какую ждать помощь от руководства? Лясна Сабирова. Маму обними. Голя, как ты обнимаешься? Покажи. Я еще пока не привыкла к этому. Любовь мамы для Голи Райхон чувство новое. Еще несколько дней назад она жила в детском доме в Верхних Отарах. Сегодня девочка – член семьи Голдыревых. Коляску нам надо, да? Новые дети, новые заботы. Но испытания Эльвиру и Анатолия не пугают. Как еще объяснишь их решение принять в семью, где своих 5 и еще 8 приемных? Красивый ребенок, больной, не больной. У нас как Бог даст, такие берем детей. Семья росла, а вот площадь нет. Из казанской квартиры переехали в Лаишевский район. Сегодня достраивают дом всей семьей. Убираться дома и на улице – это не стыдно. Мы, вся семья, работаем все вместе. Понятно, что родителями становятся по зову сердца и награды за это не ждут. А вот от помощи не откажутся. Ведь у каждой семьи свои трудности, когда без поддержки никак. Про нас вообще все забыли, как мы только сюда переехали, как с Казани переехали. Благодаря людям, которые подарили детям семейное тепло, за последние годы в республике закрылись 4 детских дома. 80 семей, ставших примером для всей республики, собрали в стенах парламента. Сегодня с инициативами и заботами выступают родители. Есть предложение организовать стипендию для одаренных детей-сирот, разработать программу поддержки в строительстве жилья, уровень зарплаты опекунов, то, что требует решения уже сегодня. Эти вопросы мы будем и дальше рассматривать, но главная задача все-таки укрепление вот этой семьи на примере этих 80 семей. Разработать новую форму поддержки поручил президент республики. Речь идет о единовременной выплате в размере 200 тысяч рублей. В республике 1500 приемных семей, около 3000 детей обрели так маму и папу. Наблюдается новая тенденция. В семью детей-сирот принимают социальные работники и педагоги. Это не мы выбираем детей, это дети выбирают нас. Я всегда с гордостью говорю, что вот именно наши сотрудники, которые работают в детском доме, уже в их семьях живут 28 детей из нашего же детского дома. Хороший пример заразителен. В обществе формируются семьи династий. Им особая благодарность от главы парламента. Без подарков не приехали и сами семьи. Презент к празднику от приемной семьи Красновых из Бугульмы. Лясна Сабирова, Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. 210 миллионов рублей на детский отдых. Подготовка идет полным ходом в лагере. Насколько готовы принять оздоровительные лагеря школьников, увидел Салават Ахмадуля. Для ангелов Казанского хосписа. С благотворительного концерта наш репортаж. Рустам Минниханов примет глав регионов Приволжского округа вместе с представителем президента страны Михаилом Бабичем. Работа совещания пройдет завтра, а вот с кем сегодня виделся президент республики, знает Альбина Минибаева. Татарстан и Уралсиб стали ближе. Рустам Минниханов и директор Федерального банка Владимир Коган сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Договорились об отношениях на основе государственно-частного партнерства. Новые технологии на дорогах республики и системы датчиков в ЖКХ продолжат действовать и внедряться в Татарстане. Сегодня Рустам Минниханов обсудил со владельцем группы компании «Вавиот» и группы компании «Вессалинг» перспективы будущего сотрудничества. Проекты по обновлению центральных улиц в Казани Рустаму Минниханову сегодня представили студенты. Президент республики стал гостем на архитектурно-образовательном пространстве КГАСУ. Он положительно оценил текущую работу молодых архитекторов, но попросил их не забывать о транспортной логистике. Прогресс дошел до того, что по фотографии человека мобильное приложение может рассказать все о его личности. Эту и другие необычные разработки привезли в Казань молодые предприниматели из стран Организации исламского сотрудничества. Сегодня в IT-парке открылся форум. Дмитрий Аренин узнал, что о нем говорит мобильный психолог.
Мы постоянно смотрим видео, снимаем видео и нагружаем шею. А красноярский изобретатель-предприниматель Валерий Акимов придумал устройство, как расслабить тело человеческое. И мы можем спокойно снимать видеоблог, делать селфи, друзей обнимать. Еще одна его разработка уже забавы ради, часы, где на циферблате 48 часов. Все это он привез на форум, чтобы презентовать и по возможности продать, ну или найти инвестора. Чтобы начать массовое производство и прямо его партию сделать и во все страны. А это уже такой карманный мобильный психолог от разработчиков из Иордании. Они придумали приложение, которое по внешности человека может рассказать чуть ли не все о его личности. И в этом приложении вообще можно сфотографировать человека или отправить туда фотографию, и там выдает характеристику человека. Как это устройство работает, мы решили проверить на себе. И вот каким Дмитрия Аринина увидел мобильный психолог. Вы дружелюбный. Вы хороши в своей работе, потому что вы не работаете под напряжением, а вы любите эту работу. И вы пытаетесь помочь людям, если у них есть проблемы. Да, что-то есть идеальный какой-то образ. И таких людей с их бизнес-идеями на форум съехалось около сотни. Это представители 15 стран Организации исламского сотрудничества. Главное, как говорят, чтобы такие знакомства переросли в тесные бизнес-контакты и обросли серьезными инвесторами. Общий язык общения участники форума уже нашли – английский. На нем сегодня выступал и татарстанский министр Роман Шайхутдинов. Это хорошо, что вы встретились и обмениваетесь своими идеями. Такие диалоги о разработках будут идти до конца недели. Лучшие проекты обещают представить и участникам Казан-саммита, который откроется в этот четверг. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 210 миллионов рублей на детский отдых. Летнюю оздоровительную кампанию сегодня обсудили на столичном деловом понедельнике. В 24 казанских лагерях этим летом отдохнут почти 15 тысяч школьников. Как идет подготовка к приему детей? Салават Мухаммадуллин. Строительные материалы, рабочий, запах краски в воздухе. В детском лагере «Березка» первый заезд меньше, чем через месяц. К нему сейчас идут подготовительные работы. С новым летним сезоном здесь откроют свои двери 2 новых корпуса общей стоимостью 11 миллионов рублей. Кто-то в оранжевый, кто-то в синий, кто-то в желтой комнате. Разноцветные комнаты, новая мебель и уголок для багажа. Такие условия ждут 60 школьников, построенных за 4 месяца корпусах. Меньше повезет остальным. Почти 200 ребят поселятся в деревянных постройках. Кого в новые, кого в старые будет, конечно же, определяться тем, кто больше времени провел, кто в прошлые года уже отдыхал в старых корпусах. Приедут новые. Кто в этом году, соответственно, отдохнет в старых, в следующем году будут новые. Это только один из 24 оздоровительных лагерей в пригороде Казани. В этом году здесь отдохнут около 15 тысяч школьников. Путевки в профильные места отдыха и заезды родителям обойдутся примерно в 4 тысячи рублей. При этом связь с детьми они смогут поддерживать постоянно. Телефоны у детей не отбираются, телефоны у детей всегда при себе. Здесь проблем нет. То есть все мобильными телефонами пользуются без проблем. Кроме загородных и пришкольных лагерей, в городе будут работать 32 площадки для досуга. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район, Казань. 600 детей из 47 стран мира в Казани стартовали 3-й Всемирные игры юных соотечественников. Баскетбол, волейбол, плавание. И прямо сейчас на соревнованиях работает наш корреспондент Лина Зинатуллина. Лина, вам слово. Добрый вечер, Альбина. Игры юных соотечественников сегодня открываются яркой торжественной церемонией. В Казань съехались ребята действительно со всего мира. Они живут за рубежом, но разговаривают на русском и интересуются исторической родиной. Мы уже пообщались с одним из участников, приехавшим из Италии. Мы хотели сами увидеть Россию, увидеть архитектуру, увидеть историю, увидеть, как все началось. Главное то, что наши соотечественники и более чем из 46 стран приехали сюда пообщаться, увидеть, как наша Россия процветает, узнать что-то новое. В ближайшую неделю ребята будут соревноваться в баскетболе, шахматах, настольном теннисе, плавании и других видах спорта, а также интеллектуальных викторинах по русскому языку, географии и истории. Кстати, игры посетят и известные российские спортсмены, например, Николай Валуев и Александр Карелин. На этом у меня все, Альбина. Спасибо, Лина. А мы переходим к другим новостям. В торговом центре «Горки Парк» начала работу выездная студия радиостанции «Ретро-ФМ Казани». Какую возможность предоставляют слушателям, об этом далее. Единственная моя
Поклонников популярной радиостанции, пришедших на праздник, встречал сам Филипп Киркоров. И это был не единственный сюрприз. Гости смогли совместить полезное с приятным, получить мастер-класс латинских танцев и поучаствовать в конкурсах. И все это под лучшие хиты 70-х, 80-х, 90-х. Я очень люблю радио ретро. Мне нравится слушать старые песни, так как какой-то назад в будущее. Это музыка, которую слушали мои родители, слушаю я, и, скорее всего, еще мои дети слушать будут. Главная идея проекта «Открытая студия Ретро-ФМ» — радио становится ближе к своим слушателям. Любой желающий может передать привет своим близким непосредственно из студии, выиграть ценные подарки, пообщаться лично с ведущими популярной в Казани радиостанции, увидеть, как работает радио. У слушателей появилась возможность не только слышать, но и наблюдать за процессом, как происходит радиовещание, пообщаться с самим ведущим тет-а-тет, лично посмотреть, как происходит само радиовещание, как все подключается. Ну, естественно, передать привет. Открытая студия Ретро-ФМ Казань будет работать в торговом центре «Горки Парк» ежедневно без выходных с 13:30 до 15:30 до 24 июня. И мы возвращаемся к нашему новому проекту в объективе ТНВ «Большая семья». В Казани в Театре кукол прошел благотворительный концерт. Инициатор — общественная организация «Под крылом семьи», а реализовали идею в рамках партийного проекта «Единой России. Крепкая семья». Куда направить собранные средства? Об этом далее. На сцене 19-летняя Вероника Лазарева. Несмотря на непростую судьбу, девочка очень смелая и талантливая. В прошлом году стала победителем конкурса красоты среди женщин с ограниченными возможностями. И сегодня выступать на благотворительном концерте для нее особенно важно. Она знает, что сказать тем, кто нуждается в помощи. Я хочу всего лишь, чтобы такие дети не отчаивались, не переставали верить в себя, шли только вперед. Деньги с концерта пойдут на продажу детского хосписа. Сегодня здесь постоянно проживают 35 человек. 150 пациентам оказывают помощь на дому. Семья – это сплоченность, что мы не должны проходить мимо чужой боли. На сцене в зале семьи – пример для подражания. Таких в республике немало. Сегодня им оказывается всесторонняя помощь, в том числе и в рамках федерального партийного проекта «Единой России. Крепкая семья». Это один из проектов, но он очень добрый, очень душевный проект. И я думаю, что вместе мы сможем очень многое сделать. Сюда приходят дети со своими родителями. И что, наверное, у каждого человека может быть дороже семьи. Это не просто концерт, это настоящий праздник доброты. В фойе семьи могли сфотографироваться в ретро-стиле и купить поделки на благотворительной ярмарке. Альбина Слугараева, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Казанцев ждет последняя миля. Это ограничение движения в городе на несколько часов. Ближайшая дата — матч Рубин-ЦСКА 17 мая. В этот день генеральную репетицию в преддверии Кубка Конфедерации проведут все, от стюардов стадиона до водителей трамваев. Салават Мухаммадуллин о последних приготовлениях. Пока знаменитый казанский кот греется на солнце, рядом с ним очередь со времен Советского Союза. Возле центра выдачи паспортов болельщика ажиотаж. У всех одна цель – паспорт. Документ, который дает право прохода на игры Кубка Конфедерации и матчи Рубин-ЦСКА. Получить паспорт болельщика можно, либо имея билеты на матчи Кубка Конфедерации, либо получив специальный код на сайте Rubin Fans. Я выбрал второй вариант. Далее зарегистрировался на сайте Fan ID. Выполнив обе процедуры через смартфон, пришел в центр выдачи и простоял здесь в очереди около часа. Сейчас проверим, стоило ли это того. Здравствуйте, я хочу получить паспорт болельщика. Здравствуйте, ваш номер заявки. Секунду. Вот. От мне нужны какие-то документы? Нет, все у нас уже есть. Так, Мухаммадуллин Салават Раилевич, да? Да, все верно. Все, пожалуйста, ваш паспорт болельщика. Все, большое спасибо. Все, спасибо. Ну, все, вот мой паспорт болельщика. Оказалось, все просто. Если вычесть время, которое я стоял в очереди, то на все про все у меня ушло всего лишь полчаса. Пока болельщики получают билеты и новые паспорта, город готовится к международным играм. В помощь тестовый матч Рубин-ЦСКА. Это генеральная репетиция перед Кубком. Прежде всего мы испытаем ту нагрузку, которая будет во время Кубка Конфедерации, и проверим все сервисы. Это касается и последней мили. Последняя миля – это ограничение движения в городе на время матчей Кубка. Полностью перекроют третью транспортную дамбу. На сайте Казанского исполкома предложено сразу несколько вариантов объезда Казань-арены. Лучше всего приезжать на общественном транспорте, либо на такси. Дороги будут перекрыты только в радиусе 500 метров, то есть не будет такого глобального перекрытия. 17 мая пройдет проверка и всех оперативных служб в составе 2000 полицейских и сотрудников Росгвардии. Такие меры ради безопасности. Во время Кубка Конфедерации Казань примет лучших мировых футболистов. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Эфир продолжит программа «Вызов 112». В Буинском районе обнаружили тело пропавшего подростка. Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске «Прогноз погоды», а мы увидимся в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. 21 мая вся Россия приезжает. Юбилейный караван. В Татарстане будет он. Будут песни и обряды. Всех в Никольском видеть рады. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Ваши клиенты до вас не могут дозвониться? Не справляетесь с большим потоком звонков? Как результат, теряете клиентов. Услуга «Горячая линия» от контакт-центра «Цифровые технологии» для вас. Обслуживание ваших клиентов 24 часа группой профессиональных операторов. Мы сэкономим ваше время и деньги. Пятерочки, уникальная акция, надо брать. Большую или маленькую? Большую. Одну или две? 3. А это брать? Брать! Яблоки Гренни Смит. 1 килограмм по 79,90. Пятерочка. Надо брать. Ансамбль танца «Казань». 20 лет на сцене. Новая программа. Историко-хореографический спектакль «Великий шелковый путь». 17-18 апреля и 21-22 мая в Театре Камала. Билеты в продаже. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Автомобиль на привлекательных условиях – это Рено. Автомобили Рено по себестоимости в рассрочку без переплат. Позвоните сейчас и успейте приобрести свой Рено на выгодных условиях в Рено ТТС. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод в подарок». Доставка и установка бесплатны. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь поговорим о погоде. Весна в этом году не радует жителей Татарстана своим теплом. Вот и в предстоящие сутки вновь не ожидается потепления. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке республики ночью будет ясно и около 0 градусов. Днем осадки будут маловероятны, температура воздуха составит до 14 градусов выше 0. На северо-востоке переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью около 0 градусов, днем же до плюс 13. На севере республики облачно с прояснениями и без осадков. Ночью -1, днем же до 12 градусов выше 0. На северо-западе переменная облачность без осадков. -1 градус ночью и плюс 12 градусов днем. На юго-западе республики будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью до 1 градуса тепла, днем до плюс 17. В центральном районе республики переменная облачность и без осадков. Ночью -1, днем же до 15 градусов выше 0. В последующие сутки осадки будут маловероятны, температура немного повысится.
В Казани в предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Ночью будет около 0 градусов, днем до плюс 14. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ночью ожидается магнитная буря. Будьте внимательны к своему здоровью. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.